Ұнтылмаса туған тілім, яшар үлсәр халқым минем. Юғалмаса туған жерім, жимірілмәс, нағыр илім. Кіші үшін ең қадірлі туған халқы, туған тілі. Болса ни қарлы буранлы, аңа қимәт туған иле. Автор этих замечательных, выстраданных строк о родном языке не профессиональный поэт. Это человек со сложной, как и у всего его поколения, судьбой, Ракип Халиуллович Ибрагимов. Для поэта, для писателя, для публичного человека написать что-то – это такое выстраданное дело, потому что вот так как бы из буквы по буквочке рождается слово, предложение, которое вот потом кому-то западает, какие-то действия имеет. И, конечно, написав эту книгу, эти стихи, он думал какой-то внести свою лепту в нашу жизнь, в жизнь своего родного народа, в жизнь будущего поколения, вообще в жизнь тех читателей, которые вот прочитают. Будь, конечно. Я бы хотела сказать еще раз слова благодарности от студентов Тюменского университета, от аспирантов, преподавателей. Хурматлы Ракип Халиуллович, укытучылар, студентлар, аспирантлар, сезгә олы рәхмәт сүзләрен җиткерә. Сезнең иҗатыгыз, сез язган шигырьләр, дүрт юллыклар, балалар әдәбияты, халкыбызның фольклор җәүһәрләре безгә туган телебезне сакларга һәм үстерергә ярдәм итә. Сезне ихлас күңелдән шушы олы бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәм сезгә менә бу рәхмәт хатын, һәм шушы ике китапны алып килдек, Тумашевские чтения. Мы ежегодно проводим, пользуясь случаем, приглашаю 15 октября на праздник языка сибирских татар. Очередные Тумашевские чтения в Тюменском госуниверситете. Я хочу преподнести эти научные сборники и вот этот скромный букет нашему сегодняшнему герою дня. Поздравляем вас! Желаем вам крепкого здоровья, новых и новых книг. Рахмат, Узегиска. Пока филологи, журналисты ломали перья, ломали копья, спорили, ссорились, какой язык, на каком языке работать, писать, Радиловый спокойно писал на двух языках. Ведь казанский вариант татарского языка, он прекрасно владеет им, при этом не теряя аромата сибирского, как Шолохов. И пишет на сибирском татарском языке. То есть он, не споря ни с кем не ругаясь, он своим творчеством, а вслед за ним стали писать другие, доказал, что и на сибирском татарском языке можно писать. В Доме журналистов собралось множество известных, именитых гостей и простых почитателей таланта Ракипа Халиулловича. Увидел свет третий сборник стихов самодеятельного поэта. О чем он пишет? О родине, природе, хороших людях. Он пишет о любви ко всему прекрасному на земле, ибо только это достойно пера поэта. Табигатне, кешенең тормышын, үсемлекләрнең ничек үсүләрен, хайваннарны, күкне суны. В общем, кешенең күңеле ничек булмаса, бер нәрсә язып булмый. Мен шулай әйтәм. Яратырга кирәк, нинди нәтиҗәдә булса да күршләреңне. Берәү белән тәфәсәләшкәли. В общем, мин халкымны, балаларымны, күршләремне һәр вакыт чакырам тыныч яшәргә. Эшмәкәр булырга, кеше белән булмаска, урлашмаска. Ракиповый наш давний читатель. Наш отдел открывался в 1996 году как отдел национальной литературы. Один из первых читателей. Видя рвение Ракипа Ибрагимова, потому что первые стихи Ракипа Ибрагимова написала публиковать газета «Областная газета» «Демарш». Вот эта книга, сборник
затем вторая книга «Халкым белян» опубликовал наш отдел национальной литературы. Из Казани мы привезли печатную машинку на татарском языке. Рахиповой приходил неделями, печатал свои стихи. Видя его рвение, она и нам нужна, эта печатная машинка. Рахиповой нужна. Компьютеров еще нет. Рахиповой рюкзак и на неделю в общественном транспорте с этой машинкой домой. А потом Рахипову мы звоним, а вы, нам сильно нужно. И он обратно везет. Мне шел сборник послов чакта. Сейчас очень часто ссылаются на кризис и отмахиваются от нравственных категорий, к которым и относится поэзия. Но Ракипу Халиуловичу повезло. На его творческом пути встретились люди, живущие не только днем сегодняшним. Для них дорога память о прошлом и не безразличен облик дня завтрашнего. Почему всегда рядом с татарами? Я со 2 класса по 10 жил в Туринске, там татарское население. Позже рядом всегда находятся татары. И сегодня дача у меня в Казарово, тоже татары. Это замечательный народ с детства, который полюбился и мне, и моей семье. Конечно, с этими людьми интересно, приятно. И познакомился я с Ракипом. И как-то говорят, вот написал книгу. Я говорю, что ж не издаете? Давай. Он говорит, так не могу издать. Зашел к Новопашину, я говорю, поддержим? Поддержим. Тем более год 65 лет области. Это национальная, самая большая диаспора у нас. И вот видите, получилось вместе, получилось. И сколько здесь людей собралось, практически все участники этого события. И вот книга, как я знаю, это вымученные долгие годы. Мне очень нравится его двуязычие книги. Простота языка, доходчивость языка. У меня жена казанская татарка. Мы недавно отметили 50-летие совместной жизни, но все равно она осталась казанской татаркой, а я остался сибирской татаркой. Аның әтәче миңа әтәч булмады, все равно он меня хурас булып калды. И вот, когда у меня сын маленький был, еще до школы, кто-то пришел и спрашивает, ты татарский язык знаешь? По-татарски ты знаешь? И он говорит, я знаю 3 языка. Папин язык, мамин язык и русский язык. И вот это его двуязычие действительно мне очень импонирует. Родился в деревне, рос в голодные военные годы, рвался строить красивую мирную жизнь, отслужил в армии в авиационных частях, познал романтику неба. Может, тогда родилась тяга к стихам. С 1964 года и до выхода на пенсию Ракип Халиулович Ибрагимов отслужил в милиции. Охранять покой людей, беречь доброе и искоренять злое стало для него не только внутренней потребностью, но и профессиональным качеством. Хороший семьянин, заботливый муж, отец, дедушка, Ракиповый сумел совместить в себе практичного хозяина и тонко чувствующую, ранимую и трепетную личность, навсегда сохранившую в душе прелесть родной страны, материнского языка, мелодику татарских песен и наигрышей гармонии, все то, что вылилось в неповторимую музыку стихотворных строк. Жәйге түнде орманларда, ауыл бойы таллықтарда, түні бойы чып-чық сайрай. Чып-чық білән ярышқандай, әлі қайда сағынғандай, әлі кімне юқсынғандай. Сағышлы бір тауыш білән, сала қайынлықларынан көк тауышлары яңғырай. Пожелаем творческому человеку новых успехов, новых книг. Ну и программа на этом завершена. Спасибо, что эти полчаса сегодня вы были с нами. Мира и благополучия вашему дому. Хөрмәтле милләттәшләр, тагын күрешергә насыйп булсын. Киләсе Рамазан гает бәйрәмегез котлы булсын. Хуш исән сау булыгыз. Всего доброго.